Окшошкон эки аферист, мошенники, падла, подонки. Немалоизвестный угольный король Нурлан Мутуев высказывает нецензурную брань в адрес моего клиента. Есть возможность удалить это видео? 20 тысяч сумма будет. 20 тысяч сумм. Вот этот момент. Я там извинюсь, выпишу. Вы мне оплатите 20 тысяч сумму, я нормально видео сделаю для вас. Мы обратились в милицию и обратились в службу национальной безопасности. Здравствуйте, с вами Нурлан Токталиев. И сегодняшнюю тему я бы хотел осветить по поводу клеветы в пространстве интернета, в социальных сетях. Не зачастую на сегодняшний день есть определенные лица, которые, пользуясь тем, что у них есть свободный доступ выхода в интернет, готовы оклеветать, очернить любого человека. Иногда бывает, очерняют это за определенное вознаграждение, преследуя свою определенную цель, скажем, финансовую. Другой причины абсолютно и не бывает. Сегодня, на сегодняшний день, насколько нам известно, есть определенные блогеры, либо журналисты, так себя называют журналистами, которые, честно вам сказать, больше того, что вреда они приносят и просто будоражат общество, ничего другого они и не делают. Просто доносят неверную информацию, искажая действительность, искусственно создавая какие-то доказательства чьей-то вины, и при этом просят правоохранительные органы обратить на это внимание. Но при этом они говорят о том, что есть какие-то доказательства. Однако, почему, если имеются такие какие-то либо доказательства, правоохранительные органы, то есть те органы, которые призваны принимать какие-то решения в рамках преступления, нет никаких действий, потому что преступлений нет, но все же есть такая недобросовестные, скажем, журналисты, так называемые, либо блогеры, которые себя считают, что они проводят какую-то правозащитную деятельность, либо хотят привлечь к этому внимание, просто-напросто занимаются элементарным очернением человека. Немалоизвестный угольный король Нурлан Мутуев периодически на своих социальных сетях, социальных каналах выставляет унижающие комментарии, высказывания в адрес определенных лиц. И я хотел бы сейчас остановиться на определенном кейсе, который затрагивает моего именно клиента. Дело в том, что там он высказывает нецензурную брань в адрес моего клиента. Также он, не понимая сути происходящего, говорит, что мать с сыном это, оказывается, муж и жена, которые обманули других граждан наших, но при этом указывает, что именно для чего он это делает, это тоже непонятно. Он акцентирует внимание на том, что это представители уйгурской национальности. Зачем он это делает? Судя уже по комментариям, которые, возможно, вы видели или увидите, там уже идет направленность на то, что уже неприязнь своеобразная именно к уйгурской национальности. Я думаю, что подобные вещи делать вообще нельзя. И играть с национальными чувствами, как, допустим, уйгуры, да, представители, это тоже не красит его как человека, как еще и бывшего кандидата в президенты нашей республики. И считаем, что необходимо принять строгие меры в отношении таких граждан, которые пользуются тем, что они и известны, у них много подписчиков, и каким-то образом они хотят манипулировать сознанием общества, но не обращая внимания на истинность материалов дела, которые находятся в правоохранительных органах. И просто так берут и выставляют, порочат, материт, одним словом. И вы сами можете это тоже убедиться, мы вам покажем. И оскорбляет, при этом указывает зачем-то на национальные признаки. Уйгур улутундагы Ахмедов Айдин жананын катыны Гүлдүрүз. Окшошкон эки аферист, мошенники, падла, подонки. Это все направлено просто на унижение человеческого достоинства, оскорбление личности. И, возможно, он, как мы уже видим из новостей, наш Нурлан Мутуев
берет за это определенные деньги, вознаграждение, где он способен за определенные деньги просто взять и убрать. Может быть, это вызвано и этим. Сейчас мы с вами попробуем к нему дозвониться, и сами все мы увидим сейчас с вами. Алло, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Это Нурлан Баке, да? Да, это я. Нурлан Баке, я вот к вам звоню по поводу там публикации у вас недавно было про Гульнур Сидже Бонча и Ахметов один. Что это? Ты Гульрус, там уйгурка, вы же писали это у себя на канале. И что случилось? Ну, просто хотели сказать, что ну, это как бы это неправда, и может быть вы нас тоже как бы выслушаете нашу сторону. Ну, Хорошо, это твой WhatsApp, да? да. На WhatsApp голосовой оставь, я потом оставлю через час, я тебе позвоню. Ну, голосовой оставь, что там, претензии оставь там. Ну, сейчас мы позвонили, он попросил отправить голосовую или позвонить на WhatsApp. Сейчас мы будем звонить к нему через WhatsApp. Да, Алло, Нурлан Баке. да. А там вообще как бы сейчас можно, как бы есть возможность удалить это видео? Дело в том, что это вот как бы неприятно, да, вот так видеть, там все смотрят. Так, неприятно, вы с этим, с потерпевшим объяснитесь, зачем мне? Ну, вы как бы не... Потерпевший заказал мне. Найдите его, оплатите ему долги, отдайте свои. А можно вам тоже как бы заказать, чтобы вы тоже как бы нашу сторону тоже посмотрели, послушали? Да, свой претензии оставь. А сколько будет Свой стоить? претензии. То есть ответное видео я должен выпустить, да? Ну, я не знаю, как это будет правильно. Тут Баке, твой ответное видео, это, 20 тысяч сумма будет. 20 тысяч сумма. Да. Ага. Баке, а вот если, допустим, как бы такая возможность будет, чтобы які тараптың отырғызып мында сөйлесіп болуы? Болот, это тоже болот. Давай, сен сара определение. Мен определение сарайын, чтобы счет поровну, один на ничья была. Потом следующее организуем. Хорошо? А вот, Баке, вот еще как-то сейчас просто сейчас тоже к моему клиенту как бы подходить, сейчас говорить, это получается, ну, вы же ее оскорбили, там, обматерили, вот это, как момент вот этот решить? Кого я оскорбил? Ну, там, Гульнур Сидже, оскорбление, там, падлы подонки, вы же там говорите, потом на сына, вот этот момент, как... Я там извинюсь, выпишу. Вы мне оплатите 20 тысяч сумм, я нормально видео сделаю для вас. Хорошо, а мне куда надо оплатить эти 20 тысяч сумм? Так, только ответное видео вот это. Ты не думаешь, что ты мне взятку даешь? Это ответное твое видео, услуга, понял, да? Сразу объясню. Хорошо. Как Так, сейчас ты мне напиши, след оставь в WhatsApp, я там в WhatsApp свой эмбак напишу сейчас. Все, хорошо. Ага. Рахмат, Баке. Найди меня, мой WhatsApp вот этот. Все, Рахмат. Угу. Сейчас мы сами все видели, необходима сумма, оказывается, 20 тысяч сомов. И насколько я понял, это видео он просто выполнил за 20 тысяч сомов, просто оклеветал, опорочил человека, обматерил на всю страну, которую люди просто все видели. И цена этого просто 20 тысяч сомов. Вы сами слышали, он готов даже еще раз, если мы ему заплатим, чтобы он за 20 тысяч уже и извинился перед нами. Понимаете? Вот что происходит с людьми. Ну, как вы сами видели, люди просто пользуются тем, что у него обширный контент, его все просматривают, просто на этом зарабатывают деньги. Хотел бы обратиться ко всем, что не стоит, если про вас какую-то чушь, глупость, клевету, порочащую вашу честь, кто-то материт вас, кто-то что-то там делает, не стоит сразу бежать и оплачивать, передавать им деньги. Знайте, что это просто-напросто хотят у них направлено на то, чтобы с вас вытянуть какие-то деньги. Наоборот, идите законным методом, идите законным путем, обращайтесь в правоохранительные органы. Пусть правоохранительные органы дают свою оценку этим действиям. Вот на этом примере я могу вам тоже показать. Вот мы обратились в милицию по данному поводу. И обратились в службу национальной безопасности.
То есть мы идем как бы законными методами. Я не призываю вас как бы делать ответные видео, либо поддаваться эмоциям, тоже что-то выпускать. Есть на все свои правила, свои законы. Обращайтесь к юристам, специалистам, к адвокатам, которые вам просто-напросто посоветуют верную дорогу, по которой нужно идти. Не поддавайтесь провокациям и не поддавайтесь непорядочным таким людям, которые про вас какие-то фейки выпускают. Есть законные методы, обращайтесь в правоохранительные органы и также обращайтесь в судебные органы, где вы можете защитить свои права и то, что вас оскорбили, в рамках всего закона. В настоящее время мы в защиту своей клиентки тоже обратились в суд и будем ждать результата. Конечно же, мы это все вам осветим и будем держать вас в курсе.